Спасибо, Валерий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые участники Сагадиевского чтения. Я очень рад представить перед вами свой доклад, который имеет название «Антропоцентризм и биоцентризм. Этические размышления из посткапиталистического экологизма». В данном докладе я попытаюсь уложиться во времени и попытаюсь высказать основные идеи своего доклада, разделив его на 3 последовательных шагов. Итак, первый шаг, она будет связан с философией Канта, с антропологизмом Иммануэля Канта. Иммануэль Кант, подходя к осмыслению прежней метафизики, которую он, безусловно, высоко ценил, тем не менее подверг ее критике за, по крайней мере, отвлеченные метафизические спекуляции с понятиями, но не только за это, особенно схоластику, которая во многом оставалась без опоры на эмпирический опыт. Философ понимает, что ему предстоит сделать шаг, который когда-то сделал Аристотель по отношению к философии своего учителя Платона. Необходимо, в кавычках, включить эмпирический опыт в философию, если философия хочет оставаться в пространстве релевантного знания своей эпохи. Как бы нужно спасать философию, даже если для этого потребуется пожертвовать метафизикой, чтобы затем вновь вернуться к ней через критический трансцендентализм. Так, не имеющие эмпирического опыта и доказательства, кроме как логического, по мнению Канта, поскольку он, насколько я знаю, он не признавал откровение как достаточное для того, чтобы доказывающее существование Бога. Поэтому Бог несколько отодвигается от основного предмета философского знания. Человек, как существо, способное иметь опыт, становится центральным. Декарт, находя ответ на свои сомнения в формуле «cogito ergo sum», «я мыслю, я и, следовательно, существую», также и Кант останавливается на человеке. И существенное изменение философии изнутри, переход от онтологичности к гнесеологичности, так скажем, оставило в состоянии неопределенности судьбу многих неэмпирических объектов, включая Бога. Здесь человеку повезло в большей степени, став субъектом, познающим субъектом, он не утратил своей прежней онтологичности, а скорее усилил свое присутствие через картезианское «я мыслю». Конечно, в истории философии человек неоднократно становился главным субъектом и содержанием размышлений. Взять хотя бы близкую для Канта эпоху Возрождения. Однако столь же верно, что философия Канта, философия растворилась в своем объекте, как мне кажется. И категорические императивы, являясь продолжением его теоретической философии, основываются на антропоцентристском подходе. Точнее, она ограничивает сферу их применения исключительно межчеловеческими отношениями. Предложив несколько иную интерпретацию одной из них, можно реконструировать его в следующем виде. Поступай так, чтобы максима твоей воли, став всеобщим законом, здесь ключевое, не наносила вреда тем, кто непосредственно связан с твоим действием. Соответственно, к человеку. Категорический императив Канта останавливается на границах человека. Посредством аналитического рассмотрения кантовской концепции категорических императивов я попытаюсь анализировать одну из фундаментальных моральных максим номадической культуры. Здесь я специально говорю про моральный максимум, а не про моральный императив. Представленные на примере номадической традиции, именно в кыргызской традиции, которую мы называем увал, увал-влот, философской, как бы устоявшейся традиции,
По значению, как мне кажется, слово «упал» можно перевести как «не навреди», принцип «не навреди». Но это как бы устоявшееся философское рассмотрение как бы этого понятия, этого слова. Но если говорить про дословный либо лингвистический перевод на русский язык, «увал» можно переводить только частично, как мне кажется, не передавая всей глубины значения. В первом значении слово «увал» переводится как ущерб, урон. Допустим, кыргызы говорят «ага увал болду», ему нанесен ущерб, он пострадал, ему пришлось трудно. И во втором значении оно переводится как грех, предосудительное дело, за которое последует возмездие, извините. Учитывая, что слово «грех» было активно принесено и начал использоваться с приходом одной из авраамических религий в кыргызскую культуру, слово «увал», хотя слово «увал» тоже заимствовано, точнее, оно пришло из арабского языка, лишь частично передает значение слова «грех», поскольку и она не сводится к нему, поскольку слово «грех» несет всего очень большую, как вы знаете, смысловую, историческую, религиозную нагрузку. И моральная максима номадической культуры «увал» распространяет свой нормативный охват не только на человека, но и на природу, и на животных, утверждая, что действия не должны причинять вреда даже тем, кто находится в косвенной зависимости, а не только на непосредственной зависимости. В номадической культуре наблюдается своеобразный коллективизм, объединяющий человека, природу и животных в единую систему взаимоотношений, где мотив человеческих поступков направлен прежде всего на сохранение гармонии между этими субстанциями. А межчеловеческие отношения вписаны в этот более широкий нормативный контекст. В рамках данной моральной максимы ни одна из элементов этой триады, так скажем, не стремятся, в кавычках, приватизировать, то есть сделать собственным своим целеполагание любых поступков. И номадический тип культуры, безусловно, уступает в кантовской этической системе в формальной структурированности и, безусловно, обоснованности, логической последовательности, в глубине философского содержания, конечно, на которое опирается Кант, большую теоретическую разработку, сделанную в «Критике чистого разума» и в других своих произведениях, не только самого Канта, но и весь философский бэкграунд. Она, безусловно, это богатая традиция. Но хотелось бы высказать, что нормативные принципы номадической культуры, в данном случае понятие «увал», тоже обладают высокой моральной значимостью. Да? И эти принципы морали, в данном случае «увал», представляет собой очень сложную этическую конструкцию, да? И там синтезируются элементы как деонтологической, более такой развитой формы, или точнее более такой ориентация на долго части этических учений, ну и так и на консеквалистской этике, которая больше внимания уделяет не соотнесению поступков с каким-то долгом, а последствиями. То есть в понятии «увал» мы говорим и одновременно про долг, и в то же время мы говорим про последствия. Да? И это понятие «увал», «увал болот атпа», «увал болот тиве» ориентируется не только как долг в кантовском его понимании, но и как бы она учитывает и последствия этих поступков. И, конечно же, она демонстрирует сложность и многослойность моральных норм номадического общества. И здесь нам следует выделить двоякую плоскость. С одной стороны, это отношение человека к природе. И с другой стороны, это природа
как отдельная субстанция, как отдельное явление в системе этических поступков людей. И в этом контексте кантовская этика, как мне думается, исключает влияние природы на мир человеческих отношений. И то, что связано с природой, этим занимается естествознание. А то, что не сможет заниматься естествознанием в рамках своей предметной области, то по Канту это не феноменальный мир, который к нам явлен, а уже это номинальный, да? То есть вещь в себе. Мы не можем познать это. Да. И он выводит, вот именно критика практического разума, как бы ищет этот мотив, что основание всякого поступка должно переходить, оно не должно быть детерминированным чем-либо, особенно чувственностью, да? И она должна быть более такого трансцендентальном уровне. И Кант ищет того, что наши поступки должны быть свободными, то есть свободны воли, и они должны быть между собой тождественны. Но при этом же эти поступки свободные должны соотноситься с долгом. Да? И таким образом индивид, или точнее субъект, может лишь в кантовской этике иметь отношение с природой, то есть он может, безусловно, он как часть окружения, он живет в природе, но природа, он как бы не будет участвовать в системе моральных поступков индивидов. В номадической культуре биоцентризма, я назвал биоцентризмом как бы противовес антропоцентризму. На самом деле, можно ли так сказать, это отдельный вопрос, который нужно еще изучать, потому что мы говорим биоцентризмом, точнее мы говорим про как бы равноправие человека, животных и природы. И наше слово биоцентризм как бы отдает приоритет природе животным, в данном случае природе больше, а человек как бы остается за. Да? Но это же не так в номадической культуре. Поэтому слово биоцентризм я как бы условно назвал. Следовало бы, конечно, найти более другое слово, но пока что я не нашел. Итак, вот в номадической культуре биоцентризма человек не только имеет отношение с природой, к тому же законы природы синхронизированы с моральным постулатом индивидов. Конечно, здесь напрашивается мысль о том, что человек как бы детерминирован природой. Этот упрек, может быть, критика, либо же уточнение, ремарка тоже может быть слушателями. Да, но, по крайней мере, я в данном докладе не особо останавливаюсь на разрешении, либо высказывании своих идей относительно этого проблемы. Но в других докладах, может, в других исследованиях я об этом буду говорить. Но в биоцентрической модели морали Уалл невозможно обнаружить раздвоение человека, которое она есть у Канта. Этого раздвоения субъекта, точнее человека, невозможно встретить даже в произведениях писателя нашего Чингиза Айтматова. Мне думается, что там отсутствует трансцендентальный моральный порядок, а вместо этого есть понятие другого. Есть понятие другого. То есть моральный порядок, обоснование морали, она не основывается на каком-то высшем трансцендентальном принципе, а основывается на понятии другого. А понятие другого это не обязательно какое-то всесильное явление. Это может быть и другой человек, и общество. И его герои Айтматова не являются строго в кантовском понимании моральными субъектами. Они всегда вот погружены в социальную, коллективную среду, еще сильнее природную среду, и зависимы от них очень сильно. Природа для них, для героев Айтматова, входит в их, как мы сказали бы, в их жизненный мир. И они непосредственно находятся под рукой. Как бы в философии Хайдеггера, то, что предмет находится всегда под рукой. Она, когда находится под рукой,
она не всегда замечается. Что, как бы, когда она отсутствует, мы его начинаем замечать. Пока что у героев Айтматова это отсутствие природной среды, по крайней мере, в ранних произведениях нет. И здесь я бы вспомнил и другого, но уже философа, кыргызско-советского, выдающего философа, на мой взгляд, Батырбека Муналиева, годы жизни 1929 и 1996 год. Он исследует философскую мысль кыргызского народа в своей работе и пишет вот так. Развитие, говорит философ, рациональных знаний шло крайне медленно, но так или иначе реальное господство человека над природой шаг за шагом росло. Завершаю цитирование. И в этой же работе совершенно в кантовском ключе отечественный философ тонко завершает свою мысль. Цитирую. «А человек, как известно, не поклоняется тем явлениям, которые он уже рационально осознал». Там же, вот этой книге, которая, если я не ошибаюсь, была выпущена в 1963 году из истории философской мысли кыргызского народа. Прекрасная работа. И философ занимается интерпретацией истории философской мысли кыргызов. В целом характеризовал ее как наивный реализм. Я поискал, что он понимает под наивным реализмом, и, скорее всего, он понимает под этим термином натурфилософию. Натурфилософию, которая в древнегреческой философии, которая предшествует классическому периоду Платона и Аристотеля. Вот именно, где философы рассуждают не столько о бытии, а сколько о том, как появилась этот мир, о архе, так называемый, как бы, поиск первопричины. И поиском первопричины там не понятие бытия, как у Парменида, а выступают другие природные явления, вода, воздух, огонь, ну и так далее. Но вот именно в этом ключе. И там как раз отсутствует этот субъект, который полностью преодолел стихию природы. Точнее, нету такого антропологического поворота в сократовском смысле. То есть Сократ, он философ, который ориентируется на человека. Да? И здесь, насколько я понимаю, Батырбек Муналиев подразумевает именно ту натурфилософию греков. И он как бы привозит, правильно сказать, привозит, он как переинтерпретирует, то есть перекладывает вот это историческое развитие греческой мысли к кыргызской истории философии. И говорит, что пока что, конечно, нет субъекта. Но этот субъект, как вы узнаете далее, обязательно появится. И это очень интересная история о том, как в кыргызской культуре появляется субъект. И о том, как мы даже не замечаем, как мы стали субъектами. Итак, безусловно, отечественный философ рассуждает в контексте того времени, когда марксистско-ленинская философия, безупречно, очень хорошая философия, ну, сказать хорошая философия неправильно, кажется, но она имеет свои историческое прошлое, которое было очень мощное. И марксистско-ленинская философия открыла для себя биоцентристскую модель морали кыргызской культуры и очень-очень скоро утвердила в ней абсолютно доминирование человека. Но поскольку марксистско-ленинская философия не была ориентация на отдельного индивида, а на коллектив, мы могли бы сказать доминирование не отдельного человека, а человеческого коллектива. Итак, вот раньше предотвращение ущерба недостаточно было, чтобы поступки были моральными. Точнее, не достигалось того цели, которую мы сказали. Это гармония между этими тремя субстанциями. Человеком, природой и животным. Там нужна была необходима
не только предписание мотива, да, но еще нужно было придумать наказание, меры наказания. Наказание существует, конечно, только для человека. Невозможно наказать природу или животных за несоблюдение моральной максимум УАЛ. Хотя в народных поверьях можно влиять на природу с помощью молитв или шаманов. Однако это нельзя классифицировать как наказание. Как нам представляется, с данного момента рациональная реконструкция морального максимума УАЛ оказывается затруднительной, поскольку в номадической кыргызской культуре наказание за ее несоблюдение основывалось на мифологических представлениях. Одним из наиболее известных таких представлений выступает идея мести природы и животных человечеству, в данном случае кыргызам, за нарушение гармонии между тремя субстанциями. Ну, конечно, здесь вспоминается известный наш малый эпос Ходжидаш, да. Вот как раз Ходжидаш поплатился за всех кыргызов, за то, что он нарушает правила УАЛ. Да? Вот. И можно предположить, да, что любая рациональная, философская, системная, этическая норма требует ограничения действий субъекта в рамках сознательных и осмысленных поступков. Это важно, поскольку предсказуемость и ожидаемость действий другого человека являются неотъемлемой частью стабильности самой системы. То есть, когда мы поступаем так или иначе, мы должны уже предполагать наличие ответа. Если мы не знаем, даже не можем предположить, какой может быть ответ за наши действия, то, как правило, это не философская система и даже не этическая система. А кантовская этика как бы этого предполагает. Там его императивы говорят, что мы действуем так, в надежде того, что такое же действие будет по отношению к нам. Но это не только у Канта. Как бы есть еще теория золотой середины. Да? Но, в данном случае мы говорим про только Канта. Если допускается инвариант, который она не способна, система заранее предвидеть и распознать, ее устойчивость оказывается под угрозой разрушения. Именно поэтому моральная философия, подобно теоретической философии, стремятся к поиску универсального и логического обоснования этического знания. И здесь как бы оставляется в стороне элементы мифического и религиозного откровения, так как это демонстрируется в кантовской этике. В рамках кантовской этики природа и животные не могут рассматриваться как рациональные моральные агенты, несмотря на значительные достижения естествознания, расширяющие наше понимание поведения животных, их действия остаются детерминированными природными инстинктами и не обладают осознанной моральной направленностью. Это исключает возможность их признания в качестве самостоятельных моральных субъектов, способных действовать в соответствии с категорическим императивом. Но теоретическая безупречность и системность, по крайней мере, по моему мнению, не обязательно означает истинность той или иной моральной теории. Итак, я говорил о том, что будет 3 шага. Первый шаг я уже завершил. Она посвящена к антропологизму и разбору, к началу разбора, правильно, к началу разбора понятия моральный максимум УАЛ. И здесь я бы хотел коротко сказать, почему я использую слово моральный максимум, а не моральный императив. Потому что в кантовской этике моральные максимумы, они могут быть, они как бы имеют какое-то моральное предписание, но они пока что не обладают какой-либо моральной обязательностью, как долга. И пока что мы не разработали такой императивный уровень понятия УАЛ. Я бы не сказал, что это, по крайней мере, как категорический императив, моральный императив. Это в данном случае, как рабочем порядке, я это использую как моральная максима. Но это не означает, что понятие УАЛ не имеет обязательности в смысле категорической морали. Но для этого, чтобы так утверждать, нужно еще
писать тексты и обосновать свой взгляд. Ну, пока что этого мы не делали. Так, итак, во втором шаге, который я условно назвал переход от биоцентризма к антропоцентризму, зарождение субъекта в кыргызской культуре. В этой части хочу очень коротко рассмотреть процесс уже модернизации кыргызской номадической культуры в 20 веке, в ходе которого наблюдался переход от биоцентристской модели морали к антропоцентристской парадигме. Несмотря на наличие устойчивых моральных норм, кроме уаллот, и у нас на номадической культуре есть еще другие моральные нормы, предписания, которые я здесь не упоминаю, но тем не менее номадическая культура быстро адаптировалась к новым системам, в котором доминирует отнюдь не биоцентризм, а сплошь и рядом, как мне кажется, антропоцентрический взгляд. В рамках коммунистического проекта 20 века, в котором природа и животные перестали быть равноправными субъектами гармоничных и зависимых отношений, уступив место доминированию человеческого коллектива, человека. И вот это доминирование человека в этой системе означало, что природа и животные стали объектами активного политического, экономического преобразования. На самом деле, пишет французский социолог Бруно Латур в работе «Политика природы», ни одна культура, кроме западной, не использовала природу для организации своей политической жизни. Конец цитаты. Действительно, если мы читаем ранние произведения Айтматова, там, про Сапайчы, там как раз этот момент существует, когда Айтматов пишет, что прежний человек, старый человек, человек традиционной культуры, он как бы изучает дыхание горной реки, словно как опытный врач. То есть настолько приплетены между собой человек и природа, что человек как бы через себя пропускает эту природную стихию. И это был ранний Айтматов, но поздний Айтматов как бы это уже другое. Да? И модерная эпоха европейской философии через левую политическую философию марксизма и ленинизма 20 века, в кавычках, предложила нам модернизироваться ключевой кыргызской культуре и сосредоточив свои усилия только на мире человека, исключив из морального принципа природы животных. Это, с одной стороны, болезненный, но с другой стороны, такой новый, громадный культурный переход, экономический, политический, философский, что как угодно можно это назвать. Но переход был блестящим, но с другой стороны и болезненным. Был блестяще отражен в кыргызском, советском кинематографии, которая можно назвать, имеет название «Кыргызское чудо». И творчество Айтматова. С философской точки зрения это означало стать кантовским субъектом в модификации Маркса и Ленина, то есть не стать кантовским субъектом в смысле индивидуального, как у либерализма, но как коллективного, в смысле коллективным субъектом. Рассматривать природу в качестве объекта. Поэтому в новой советской кыргызской культуре философия в европейском ее понимании появилась неорганически, потому что у нас не было Канта, и тем более не было Маркса или Ленина. Она не могла появиться органически. Она была принесена извне, став возможно только в институциональной форме. Если вот убрать вот институциональную форму, то философия у нас будет несколько проблемы. Но Чингиз Айтматов в этом смысле не философ, поскольку он отказывает человеку в роли господина бытия, отвергает идею рассмотрения природы животных как объекта преобразования в угоду человеческого комфорта. И процесс трансформации биоцентрической этики в антропоцентрическую модель, и в том числе самого творчества Айтматова, его гуманизм, на самом деле не утверждает Айтматов человека как абсолютного
господина бытия. То есть он не рассматривает человека как господина. Что свидетельствует в его воззрении все еще элементы традиционной этики. Да? Но вплоть до первого и до конца, взять того же, когда падают горы, там вот элементы того, что человек, он как бы господин сущего, господин бытия, ну, как вы знаете, нет этого. То есть там Барс, он главная фигура, как мне кажется. Да? И в рамках новой модели морали максимум вал, так или иначе, сохранялась в народной памяти, фольклоре, но она претерпела трансформацию. То есть это означает, что с одной стороны у нас был формальный переход к марксизму, ленинизму, стали субъектами. Вот. Но с другой стороны, где-то в селах, в самой кыргызской культуре все-таки существовало моральный максимум вал, да, и другие моральные нормы. Но там была трансформация. То есть, и в целом моральный максимум вал продолжала использоваться и в общественных отношениях, в культуре, но с одним существенным отличием от ее прежнего понимания. Как было отмечено ранее, в традиционной системе наказания за несоблюдение запрета УАЛ основывалась через мифы, и в котором природа и животные мстят людям. Однако в рамках новой модели, да, тот УАЛ, он немного трансформировался в условиях расколдованного мира. Вот этот термин мне очень нравится. Термин Макса Вебера «расколдованный мир». Мир, в котором элементы мифологического, элементы божественного откровения уже не имеют той силы, которую не имела для традиционных обществ. И здесь как раз мифическая сторона обоснования, как месть и природа, она была отброшена. Теперь обоснование опиралось на вполне реальные, рациональные экономические мотивы. Вот вспомните роман «Плаху» Айтматова. Там массовое истребление животных, например, волков, рассматривалось как угроза домашнему скоту, имуществу колхозов и совхозов. Убийство волчат привело к тому, что взрослые волки начали нападать на домашний скот. Иными словами, стало очевидно, что масштабное вмешательство в биоразнообразие несет ущерб самой жизнедеятельности человека. Таким образом, обоснования морали УВАЛ все чаще выступали не мотивы, не причинения вреда и страдания животным в природе и природе, а вполне экономические соображения и прагматические доводы, направленные на сохранение благополучия самого человека, колхозов, совхозов и целой страны. Да? Это то, что касается второго шага. Третий шаг. Я попытаюсь очень коротко рассказать о концептуальном разграничении между биоцентризмом номадической культуры и современностью, поскольку второй шаг был связан с историей, связан с 20 веком. Но вот биоцентризм, понятие УАЛ-ВОЛОД, она сохраняется и по сей день, и она имеет отношение с так называемым идеологиям современных экологических движений. Можно вспомнить Грету Тунберга и других активистов, которые очень активны в смысле, что они избрали политическую программу защиту, заботу о природе. Они появились, на мой взгляд, именно в посткапиталистическом мире, хотя в индустриальном периоде после 20 века они тоже, конечно, существовали, но вот свое политическое оформление в виде политических партий, как зеленые партии, они находятся в расцвете сил именно сейчас. Но в отличие от зеленых движений, да, возникшие как реакция на промышленную эксплуатацию, ориентированную на защиту природы от деструктивного воздействия человека, сделавших заботу природы политической программы, вот, биоцентризм номадической культуры формировался вообще по другим принципам. Как я уже говорил, там формировался как система гармоничного сосуществования человека с природным окружением. То есть там не идет о защите, а там идет о сосуществовании, в котором
субъектность человека не является доминирующей. Там нету субъекта, который доминирует. И забота о природе в номадической культуре лишена вот этого политического характера. То есть, мне кажется, до сих пор у нас нету зеленых партий, или есть, я не знаю. В общем, они не представлены в парламенте. Мне кажется, говорит об этом, что они не являются, точнее, вот, биоцентризм не является политической программой. Она является неотъемлемой частью их культурной практики. И номадический биоцентризм, несмотря на внешнюю схожесть с современными экологическими концепциями, не соотносится с ним, представляя собой мировоззренческую установку, в которой природа не понимается через призму экологии, а экология, в свою очередь, не рассматривается как политическая программа. Но это не означает, что мы должны отвергать это все в рамках биоцентрической модели. Но в данном случае моя цель просто показать различия оснований этих движений. Тот же Бруно Латур интересовался этими зелеными движениями, и он говорит, что политика по своей сущности не способна защитить интересы природы, поскольку изначально политика ориентирована на защиту интересов только человека, которого она рассматривает как единственного субъекта. Защита природы возможна только при условии, говорит Латур, наделения ее субъективным качеством и естественными правами, которые ранее были исключительно привилегией человека. Теперь мы понимаем, пишет Латур, почему политическая экология не в состоянии сохранить природу, если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет, я цитирую, нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы. Да, вот такие тонкости существуют. Если европейский философствующий социолог Бруно Латур пытается в этой работе включить, в кавычках, природу в парламент, разработав такую политическую философию, где он был двухпалатным, с одной палатой для людей, другой для природы, то в кыргызской культуре современный кыргызский человек, по сути, и не осознал свое исключение из системы человек-природа-животные и своего становления качества субъекта, то есть того, что он стал главным в этой системе. Как мне кажется, это должен заметить именно философ. Здесь бы хотелось отметить, почему я говорю о том, что почему мы не осознали пока что мы стали субъектом, потому что она имеет, мне кажется, под собой основания, почему у нас такие левые движения пока что не являются популярными. Они не являются популярными, поскольку мы не рассматриваем себя в полной мере как субъектами, как доминирующее существо. Несмотря на то, что в 20 веке был век модернизации, просвещения и так далее, но биоцентрическая сущность нашей культуры, она не ушла до конца. Поэтому и это дает нам повод сказать, что с одной стороны субъект в кыргызской культуре есть, но с другой стороны обычный кыргызский человек, который не совсем занимается философией и другими вещами, он может и не заметить того, что он стал субъектом. Да. Но он не стал, потому что для вновь организованного государства, как кыргызское современное государство, для нас сейчас традиционную культуру воспроизводить в современных условиях очень трудно, поскольку ее носители уже исключены из той системы, где было равноправие между человеком, природой и животным. Они изменились, они привыкли к жизни, к условиям модерного мира. То есть они хотят жить не только в прежней системе, они хотят жить в модерном мире. И попробуйте их убедить вернуться к той прежней системе. Но это несколько сложновато сейчас. Соответственно, традиционная культура, далеко ушедшая от своих основ, остается лишь на уровне интеллектуального сохранения и в исторической памяти.
Однако литературный жанр романа, как в произведениях Айтматова, оживляет вот тут забытые традиции и успешно помещает их в современные условия. Поэтому, мне кажется, актуальность произведения Айтматова можно, вот один из них, можно объяснить таким образом. Но, конечно же, кроме Айтматова, и в философии, и в литературе, в целом нашей культуре вот, сейчас и тогда, в 20 веке, были попытки далеко не уйти от той биоцентристской модели. Да? И в конце я хочу завершить таким образом, что есть у нас другой социолог Пьер Бурдье. Он пишет о том, в целом объясняет нам, почему мы не заметили того, с одной стороны, да, как я говорил, почему мы стали субъектом. То есть этот процесс был незаметным для обычного человека. И он пишет, что, вот я вот цитирую, однако, чтобы действительно понять, как достигается непосредственное подчинение государственному порядку, можно порвать с интеллектуализмом неокантианской традиции и понять, что когнитивные структуры являются не формами сознания, а телесными предрасположенностями. И что подчинение, которое мы выказываем государственным предписаниям, нельзя понимать не как механическое подчинение силы, но не как сознательное принятие порядка во всех смыслах этого слова. Конец цитаты. То есть, иными словами, вот этот процесс формирования субъекта в нас происходило не через применение интеллектуальной формы в кантовском значении, несмотря на то, что работала огромная, не сказать пропагандистская, а вот именно хорошее философское основание марксизма-ленинизма, она, вот становление субъектности происходило не путем интеллектуального внедрения формы в кантовском значении, где априори есть какие-то формальные формы, которые применяются к объекту, а напротив, через дорефлексивное телесное воздействие в пространстве советского проекта индустриализации. Но конец, мне кажется, стал более смутным. Она и понятна, потому что здесь нужно акцентироваться на более долгое выступление, надо писать очень много текстов. И пока что эта работа предстоит делать в будущем. Ну, не далекое будущее, но, кажется, будем работать в этом направлении. И попытаемся в следующих докладах ответить, дать представление, что же произошло, что сейчас происходит с становлением субъекта, с биоцентризмом, с экологическим движением, и осмыслить это через контекст кыргызской культуры. Итак, уважаемые участники Загадейского чтения, уважаемый Валерий Анатольевич, спасибо за ваше внимание. И если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо.